Я, Бариев Искендер, как представитель крымско-татарского народа, репрессированного и депортированного в 1944 году советской властью, глава управления по правовым вопросам и иностранным делам Меджлиса крымско-татарского народа, председатель правления Крымско-татарского ресурсного центра, обращаюсь к репрессированным народам России, лезгинам, табасаранцам, агулам, корейцам, полякам, немцам, финнам, ингерманландцам, карачаевцам, калмыкам, чеченцам, ингушам, балкарцам и туркам-месхетинцам. Дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что колониальная политика России поработила многие народы, уничтожила их государственное образование, создала условия для вымирания. Крымско-татарский народ стал численным меньшинством на своей родине в результате целенаправленной политики геноцида после аннексии Крыма России в 1783 году, апогеем которой стала насильственная депортация в 1944. Мы считаем вас нашими братскими народами. Некоторые из вас близки к нам как по вере, так и по языку. Но нас всех объединяет одно – трагическая судьба, депортация, попытка уничтожить или ассимилировать нас. У многих из нас еще не успели зажить раны от имперской колониальной российской политики. Политика расовой дискриминации и геноцида крымско-татарского народа продолжается с 2014 года, началом оккупации Крыма. Но Путину мало, он хочет много крови. Уже 4-е сутки фашистская российская армия совершает преступления против человечности. Уже 4-е сутки фашистская российская армия бомбит города Украины крылатыми ракетами, убивает граждан Украины разных национальностей и вероисповеданий. Мы, граждане Украины разных национальностей и вероисповеданий, не хотим войны. Не верьте в лживую пропаганду российских СМИ. Мы не несем никакой угрозы народам Российской Федерации. Защищая свои дома и семьи, все граждане Украины стали бандеровцами не по этническому принципу, а по духу в борьбе за свою свободу. Мы хотим жить в своей стране, в Украине. Дорогие братья и сестры, сегодня Путин и его окружение для удовлетворения своих имперских потребностей направляют ваших сыновей в Украину, убивать граждан Украины разных национальностей. Как когда-то пришли в ваши дома, за несколько часов загоняли в вагоны ваших женщин, стариков и детей и отправляли их на верную гибель. К сожалению, Путин направляет на войну в Украину ваших сыновей как пушечное мясо. Хочу отдельно обратиться к братскому чеченскому народу. Мы всегда считали и считаем вас своими братьями. Мы делились хлебом в депортации. Мы вместе с украинцами протягивали вам руку помощи во время Первой и Второй чеченских войн. Сотни и сотни чеченских детей из лагерей Карабулака жили в крымско-татарских семьях в Крыму и называли своих вторых родителей на крымско-татарском языке Ана и Баба. Этим детям сегодня по 28-30 лет, и они могут оказаться среди тех, кто приехал в Украину выполнять приказ убийцы вашего народа, Путина. Дорогие братья чеченцы, в Украине проживает много мусульман, которые строят мечети, создают медресе и исламские культурные центры. Мусульмане Украины всегда рады встретить вас как гостей, но не как солдат-убийц. Мусульмане Украины, среди которых много этнических чеченцев, будут защищать свои семьи и имущество. Не исполняйте преступные приказы Путина. Вы не будете шахидами. Дорогие братские народы, мы призываем вас: остановите войну, заберите своих сыновей. Уже по официальным данным Вооруженных сил Украины, за первые 4 дня войны более 300 военнопленных и более 4000 погибших военнослужащих России. Мы хотим, чтобы ваши сыновья жили дома на родной земле, а в Украину приезжали как желанные гости. Мы будем защищать свой дом, Украину, свое право на свободу, свое право на жизнь. Отзывайте своих сыновей. Не отдавайте их в ряды оккупационной фашистской российской армии. Не допускайте, чтобы ваши сыновья становились преступниками и были убитыми на украинской земле как захватчики. Не исполняйте приказы, подобные тем, которые уничтожали ваши народы. Слава Украине!